ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 18:00, школа номер 18. Стартует очередной этап так называемого народного бюджета. На этот раз на суд горожан представляют проекты в сфере образования. Презентуют 6 проектов от разных учреждений города, в том числе посвященных инклюзивному образованию, дополнительному и не только. Например, предлагается улучшить профориентационную работу со школьниками покупкой программ для тестирования. Проблема отсутствия автоматизированных диагностических систем в Центре профориентации говорит о том, что это неудобно при выполнении тестов, поверхностная диагностика, субъективность оценки специалистам, возможности ошибок при фиксации и обработке результатов, трудоемкое и затратное по времени исследование бланковыми методами и отсроченный результат диагностики. Задача народного бюджета – получить одобрение людей, что проекты нужны. Однако все равно итоговое решение о выделении бюджетных средств будет принимать республиканская комиссия. После того, как люди проголосуют, и бюджеты получат одобрение опять комиссии, но муниципальной. Кстати, те инициативы, что выживут, получат 400 тысяч рублей на реализацию. Например, робототехника на базе Центра юных техников. Сегодня это направление ведущее. Вы помните о том, что была идея создания на базе Ухты детского технопарка. И, собственно говоря, это один из тех шагов, которые мы рассматриваем для того, чтобы укрепить сегодня материальную техническую базу и создать условия в дальнейшем для закрепления наших молодых людей в городе Ухта, получения инженерных специальностей. После презентации обсуждений состоялось общее голосование. Пропустить, в кавычках, дальше люди решили все проекты. До 25 января проекты должны будут оценить на муниципальной комиссии и затем отправят на республику. В целом же процедура должна закончиться в октябре 2017 года. Тогда же станет ясно, кто выжил при отборе и получит средства.